Так, братва, ну что, сегодня прям охота душевно поговорить. И часто придираются, что типа братва называешь, какой я тебе, говорит, браток. А может ты и не браток, я как бы образно. Я не вижу, сколько тебе лет, как тебя зовут там по никам и так далее. Здесь как бы вы можете меня видеть, да, и понимать там. А я же не вижу, как ты выглядишь там, как ты живешь там. И ну, в этом всем суть как бы. Вот. Просто с поездки с Печоры очень люди придирались к таким мелочам, там, что вот, я не знаю, там в палатке, там в шапке за столом. Поясню, ребят, за эту шапку, вот 1000 раз, я и кепки, я очень люблю кепки, шапки, вот этой шапке уже 1000 лет, ребят, но это не означает, что я не могу себе позволить там купить другую. Мне просто по кайфу с ней, вот и все. А то, что в палатке, ребят, в гостях у дома я у тебя сниму. Дома за столом я не сижу в шапке, естественно. Но здесь моя зона комфорта, ребят, и я типа бескультурщина. Да потому что мне по кайфу, ребят, понимаете. Я в тайге, я в лесу, я на рыбалке. Я же в спальник тоже в кофте ложусь, допустим, да, я же не раздеваюсь там до трусов. Хотя, в принципе, правильно спать так. Здесь вот с одной сковородки кушаете. Ну, типа заболевание какое-нибудь там, герпес. Ну, вот такие комментарии реально пишут люди. Да всегда с одного котелка ели, ребят, в тайге, и как бы это нормально. Ну, вот к таким мелочам. Да я в лесу, ребят, я в лесу, я не где-то там, я не знаю. Ну вот что? Ну, палатка. Да говорю, это моя зона комфорта. И поверь, у тебя в дома я сниму ее, за стол сяду, да. Но здесь я кайфую, как бы я себе могу позволить. И как бы для меня это не считается, что как-то я тут, ну вот, типа ем там за столом. Ну, у меня сейчас здесь тоже стол. Тоже шапку снять надо, получается. Правильно? Так что здесь вот как-то вот, ну, к этому, я не знаю, Ладно. Ребят, пельмени. Есть у меня огурец, помидор, яички. Так, это не охота. Хлебушек под пельменки. Ну, можно. И как бы вот, понятное дело, да, что вот как-то вот бескультурщина там, что-то как-то делают там неправильно. Ну, шанги будешь? Это пока не охота. О, лимонадик такой взял в дорогу. Жарко, потому что было. Колбаска, кстати, есть. Нарезочка. Да есть все, ребята, у меня. У меня вот этих каш всяких различных. Гусь. Гуси, ребят. Море. Высоко идут космоса. Не знаю, слышно, не слышно, ребят. Но вот эта музыка. По поводу музыки, кстати, тоже. Ребят, на YouTube, да вообще на любую соцсеть нельзя поставить, какую музыку ты хочешь. Вот. В последнее время
такая резкая музыка. Это самодельная музыка, через нейросеть делалась. Она без нарушений, без авторских прав. Там ДДТ, кино, любые там, да. Я очень люблю шансон. Я вырос на шансоне, так скажем. Ну вот, какие-то телодвижения таежные пошли. Нельзя поставить, ребятки, нельзя. Это прилетит нарушение. Соответственно, у меня есть какая-то определенная папка музыки, которую собралась уже за все это время без авторских прав. Вот. И как бы, ну, я стараюсь наложить, потому что для меня как будто пусто. Вот как будто пустовато. Чтобы какая-то фоновая что-то играла, как бы там, ну, вот многим там не нравится. Вот. Ну, вот видите, ребят, как-то вот хотел поесть, а вот все охота с вами. Стрим надо выйти, да. Стрим бы вышли и обсудили. Ну, тяжело, ребят, сейчас с этими делами всякими. Хитрый соус, кстати, присутствует. Как же без хитрого соуса? Что-то вот так как-то, не знаю. Можно согреть, конечно, все это дело. Ладно. Короче, ребят, Дрюня, он и есть Дрюня. А не какой-то там Костя, Андрей, Степа. Понимаете, да, ребят? То бишь, под кого-то там я не буду, ну, косить, там, плагиатством заниматься. Вот у него вот так вот пишут. Посмотри, как у него. Да зачем мне смотреть? Я, грубо говоря, подаю, как я вижу и как, ну, как я понимаю, да, так скажем. Вот. Соответственно, как бы, ну, снимает человек так. Если вам нравится, ну, вопросов же нету. Смотрите. Никто же тут никого не держит, не заставляет, как бы. Здесь все как есть. Вот. Если показываем алкоголь, да, допустим, ну, многие его не показывают. Но это не означает, что, допустим, тот или иной человек просто не употребляет. А я просто показываю. Никогда, ребят, в дрова вот какого-то пьянки какой-то на рыбалке не было. Всегда встаем, завтракаем. Как бы кто хоть немножко понимает, что такое алкоголь. И если человек, ну, перекушал, так скажем, да, но он будет разве завтракать? Ему плохо. Он будет лежать в палатке там, да, или что-то еще. Вот она, ребята, моя. Тарелочки, кстати, новенькие. Братулец отправил мне. У меня такие маленькие были. Следопытовские, кстати. Нержавейка. Вон края немножко ржавеют. А он верен, что. Братулец мне отправил 3 штучки. Они побольше. А то, говорит, что-то как этот. Как-то несерьезно у тебя. Братулец, кстати, будешь смотреть. Привет тебе, брат. Огромный. Да и вообще всем привет, ребят. Начинаем сезон. По налиму. Первый выход. Настроение просто кайф. Я просто хотел на природу. Очень сильно. Хотя я живу на природе. Ну, грубо говоря, поселок, вот, в котором я родился и живу. Ну, это... Как объяснить, ребят, как он построился? Посмотрите старый фильм «Девчата». Его часто показывают на Новый год, на новогодние праздники. Наверное, 30, 40, 50 лет меня поймут. 20 там помоложе, может, не поймут. Прям наберите «Девчата», черно-белый фильм. Сейчас уже вроде в HD качестве его сделали. Как обосновывалось у них там лес, вот этот узкоколейки. И вот у меня то же самое получается. Вот в лесу обосновался поселок, потом сформировались семьи, как бы лесники там, да, вот. И
Как-то, ну так. То есть живем в лесу, так-то если разобраться. Слушайте, тишина. Стемнело. Я думал, сейчас начнет как начнет. А тут сразу с вечера 3 поклевки. Ну, сход взяли, да, небольшого, маленького. И вот там звенело. Но я потом думал, там крайне, а это, оказывается, вот на эту, которую поймали. Вот эта локация. Прям интересно. Будем надеяться, что вот на вот этим мы еще поймаем пару хвостов. Чисто на жареху. Уху с налима, ребят, можно, но мне не нравится. Жареный классика. Печеночка, жареный налим. Сейчас, в принципе, можно было вот сейчас его прям поджарить. В принципе, есть все для этого. Ладно, ребят, разговорился. Так, что-то вот немножко мысли вслух. Будьте вежливы, ребят, в комментариях, в сообщениях. Уважайте, как бы не только меня, допустим, да, ладно, там я распиздяй, вы можете там на меня поругаться. Но когда уже начинают на кого-то там нападать, вот мне вот этого не нравится. Ребят, извините, буду блокировать. Ну, зачем? Зачем? Уже старые все для этого-то. Ну, я же не какие-то пранки показываю, там, не какую-то там, я не знаю, там, где можно там что-то вот там угорать как-то, не знаю. Ну, не нравится там, ну, скорби, вопросов нету. Но когда уже задевают других, как бы, да, с кем я езжу на рыбалку, или там мою семью, если такое, меня там, бородатый там, басмач там, я не знаю, там, как только не называют там. Ну, вообще, как-то все равно. Я за себя знаю, за других знаю, как бы. С кем я езжу, кто ко мне приезжает, как бы. Не последний человек, ребят, будет со мной сидеть за этим столом, допустим. Ну, я честно вам скажу. Это в любом случае так. У людей есть небольшое понимание уже, как бы, всякая школа пройдена, как бы, и в связи с ведением каналов тоже очень много общения и много знакомств. Я благодаря каналу познакомился, да, вот с ребятами с Архангельска, да, с Андрюхой. Андрюха, здорово, брат. С Пашком, с Братульцом. С Твери Серегой. С Серегой с Вологды. Это все, грубо говоря, благодаря каналу, да, вот то, что вот именно. И вот встречи, вот эти, как бы, ну, вот знакомства как-то, ну вот, очень много людей проходит каждый день, ребят, в сообщениях и в комментариях, и как бы общаешься, и как бы, ну, для кого-то это норма, а для кого-то это огорчение, а для кого-то даже, знаешь, ну, там, не понял он даже. Ну, как бы, для меня, допустим, здесь дичь, а для кого-то это просто норма. А понятно, для другого человека это вообще ужас какой-то. Ну, здесь вот так, мы все разные. Мы все разные. Хотя ходим по одной земле, топаем, да, но мы все разные все равно. У всех свои традиции. Даже вот взять мою республику Коми, вот говорят, вот Руслан, рыбалка хорошая. Ну да, вот я живу на этой же республике, ребят. Но здесь 10 городов, и до Руслана мне ехать почти 1000 километров. И, соответственно, там уже свои даже нормы и свои какие-то традиции. Хотя живем, грубо говоря, в одной республике. Ну, вот оно. Чё, Михалыч? Так что здесь как-то, если это неправильно, это не означает, что это невкусно, ребята. Если здесь не добавлена, допустим, картошка, как-то ну так. Если макароны я заедаю хлебом, и меня называют каким-то там некультурным человеком, да, ребят, я в лесу. Мне здесь просто нужно поесть. Поесть нормально. С майонезом. Да, вредность. Ребят, сейчас в городах вот это все, вот это, поверьте, вот это вред. Сейчас нет нормальной еды. Вот это говно. Вот это говно, ребят. Если еще деревенские как-то питаются своими овощами, понятно, что фруктов нету, да, там картошка, добывают рыбу, как бы едят, добывают дичь. Но они еще правильно питаются, нежели вот вы идете в магазин и покупаете колбасу. Вот, допустим, я вот так уже, ну, уже начал просто уже все.
Ладно, ребят, давайте не будем о грустном, будем о хорошем. У нас открытие сезона. И у вас, в том числе, кто меня смотрит. Всем спасибо за поддержку. Да, есть негатив, но хорошего все равно больше, ребят. Хороших людей на самом деле больше. И это радует меня, что в наше время еще есть пацанята, которые они их раскидали, они спрятаны, но они есть. Вот. Ну вот я еще, ребят, не прибухнул, даже ни капли. А видите, вот поет душа, потому что на природе. Так что, ну, ладно, кто понял, тот понял, а кто не понял, как бы, ну и черт с ним, как говорится. Давайте, ребята, будем. За открытие сезона, за очередной сезон. Не знаю, каким он будет, потому что погода, ребята, вот чудит. Весна ранняя, и у многих так. Зима была какая-то непонятная. Ждали, потом как замело нас. Да и всех замело в этом году, снега досталось. Просто снега немерено. Проехать никуда. Потом вода на льду. В общем, тяжко все это было. Ну вот, 13 апреля я, ребят, сижу на берегу. И уже по жидкой воде. Мог бы даже раньше. Но где это видано? У нас обычно еще даже лед стоит-то. И налим не клюет, но ликует душа. Вот сидишь, у меня тут поворот получается. Ну уже так слабоватенько видно, но круто. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте. От забот и огней я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды
И покоем полей я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды. И покоем полей